районе села Андис, на границе с грузинскими селами, тоже гремят выстрелы, тоже раздаются взрывы. Созданное в Джаве подразделение ОМОНа уже имеет немалый боевой опыт. Днем свободные от охраны своих сел гвардейцы могут заняться боевой подготовкой, чтобы затем уйти на посты, защищая мирную жизнь своих соотечественников. Вот сейчас много мы видели машин уезжает во Владикавказ, люди с вещами уезжают, а вы тренируетесь, собираетесь защищать Южную Осетию. Зачем мы это делаем? Не зачем вы это делаете, а есть у вас уверенность в том, что вы сможете защитить? Уверенность у нас с самого начала была. Уже 3 года, слышь. Если бы этой уверенности не было, не знаю, что нам тогда здесь ждать. Это давно уже было, слушай. А вот это, что мы сейчас делаем, это просто новое оружие, просто пристреливаем его просто-напросто. Ну, своими силами удастся защитить людей, землю? Обязательно удастся. Что не то, наверное, еще и вперед пойдем. То, что удержать. Но это мнение только вот ОМОНовцев или жителей? Любого уважающего себя стены, это слово. Мне так кажется. Если есть такое. Вот мне сказали, что вы по национальности грек. Да, это верно. А что вас привело тогда в ОМОН Джавский? Я тоже хочу защищать свою родину. Я родился в Южной Осетии. Здесь вырос. Здесь мои друзья, все братья, родственники есть. И ради них я тоже готов пойти на все. Пожертвовать даже своей кровью, своей жизнью. Хотя близ Джавы и нет пока таких масштабных боев, как в Схинвале, но и тут редко обходится без раненых. Между тем, то, в каких условиях приходится биться за жизнь людей медикам, можно смело назвать профессиональным подвигом. Скажите, вот в этих условиях сейчас находится ваша больница, здесь проводятся операции в случае необходимости. Как вам удается вот в таких условиях все-таки поддерживать на каком-то уровне медицину? Ну, вообще-то говоря, сложно, конечно, в таких условиях работать. В этих вагонах все. Ну, другого выхода у нас нету. Есть у нас операционная стороны. Из 4 вагонов мы сделали операционную. Ну, провели здесь, были здесь полостные операции, мы проводим. Ранение грудной клетки, брюшной полости. Вот сегодня мы отправили больных во Владикавказ. 2. С ранением грудной клетки, с ранением брюшной полости. Печень пробита, кишечник. Это ранение где получили? В Схинвале или в Джавском районе? Это ранение получили в Джавском районе, вон, где вот граница с грузинскими селами. Оттуда были доставлены раненые 2. Это было 4 дня назад. Там была перестрелка. Доставили оттуда раненых, тяжелых больных. Вернее, 3 больных доставили. 1 скончался, 2 мы спасли. Ну, сегодня отправили мы их во Владикавказ. Ну, условия такие. Сейчас у нас кончаются, вернее, медикаменты. Нет уже перевязочного материала. Там еще есть на 2-3 операции. А так, плановых больных мы не обслуживаем. Только на экстренные случаи. Maivi mevsinu. Menem radgayşidiste. Mene ters ceral nencertü hafte sarazut tupte sarazut men takhayşidiste khajertem. Takhay. Menem manuji fanusti. Men tam yekuch fichstu. Yekuch fichstu. Avnen utjetaskertu. Desmenen duisesh beste boistuy. Avnen sejfels khosenta khostuy. Karknen nal nuachtuy, shechtnen nal nuachtuy. Juki ta kerchi ta korte batte sudun dara khostuy. Afardek sekuttuy. Ni kalmishn waqtay و دا تلویزیون و دا من ما خشک میبیل تمیت نودیم فلافت جاگون قونا دمش شودی و دونه نال شده رو دی من شدستم هرم ماش سارست کاماش دن روشن نالو دی فلاشدستم سال گردم والا واست قم نمی سومی خقو ما چی کنم لغدی چی ما کچه دافتم های باز زادی زوتیم نگی
ما خافرده گستم نو وقتم یا با مارتوینه ما یه نو وقتم نخود تقدر یه دو دستم یو قومت آلق آمن اتچه دستم ما اوردم کن اتچه دستم و ندون تخچه ناشتوی تخچه نمبالک کد توی bir dermişler başı sobikler şer taxtın balık kodkutu taxtın umiu kuri festem tudu ve kuri nale kuri kan estene havdu ya kodtu yedme lenina kamme svet böyle sahi maşina tel men lenina kamme kodtu yedu ve kuri talenina kan estene Avtobusta sverte kudu lenina kan kay vertaliotel kay avtobusta kudu danen taxçım bala karnden kodtu la var xossenden kodtu yula lenina kan biz lenina kan etana jajaga kodtu Vast nem kadan dert kodtu men istemem yus nem bakurim yus Mes xajızda be lejak koy xalsam lejak koy كل وقتكم ليش قال بهافت راد خاصم آخر گازدوز بانکن میفریده فتارستی و بانکش استنال شد ما میت جردن کس میت وارد جوزاریزوس فریاد دنن وقتا می سالگا من خدچه کردم است سومی خبیره فشردش سومی بس کرد فوس تخمیت کود توی نیشوالن نو وقتوی کمی دست خوجه، کمی فونج خوجه، کمی کد نیشوالای بابا یه من دست قو کد منه حاسب اول هفتن از کد مست ما خجرت بازداد است دو دستم قو تا باکوریان مما اون بازدادی شرجه تک اون پروگرژی فل درش شاردی مما اون با منم میرسیم من بارالیشی چافتا من اون بازداد جبه خفه چاپتن هگاد چاپ نفکوتون فلما چکویت هفته فشت خواهیم تفکر چکویت من کشترش و سوده خبیجن ویدن خارج دیزا ویدن چخت تدریش سیمرات دور ویدن تماخ سنید کود نمیدون تا شخی چند تکود تو ایران آدمه چی کود تو ایران آدم شد استزاغن ما دفن ده ایران آدمن ایران زغون چما زغون دفقه چما زغون ما فلت یول بازدادشو ما چرم متفلت بازدادشیولا نیکنی چرا خواستو ندار ما پشولتا ندار پرخش خود توی راتت توی و دا چه نخواستوی و دا زغمه فرد دادر نخ فرد دادر آخواست و سر یک توی یک سر اینی کرد کتنم و سراس کنی نال در قوش که کنی و درم و نال در اندر فدا بومد سالی با کنی ما گرجیکته بودست و دا چی بودستی؟ شالا زدل شالا دودوا بله yarım fonisinden söylüyor. Ben niye çevireceğim ben kuttan. Falan hemen haftadan çalkuttu. Рошель, расскажите, пожалуйста, о вашей организации, которая достаточно известна в мире, менее известна в бывшем СССР, менее известна в России и совсем почти неизвестна, в частности, в Северной Осетии и даже в Южной. Вот, как вы уже знаете, Helsinki Watch был оставлен в 1978 году как организация, которая наблюдает нарушение прав человека в тех странах, которые подписали Хельсинские договоры, в том числе бывший Советский Союз. Рошель, вместе со своей коллегой вы находились в Южной Осетии с 8 по 13 декабря прошлого года. Вот. Впоследствии вы выезжали также в Грузию, находились в Тбилиси. И Гори. Это очень хорошее правило вашей организации, выслушать и посмотреть как одну сторону, так и другую. Другого варианта нету. Да, и вот по итогам этой поездки подготовлен доклад. Пока он на английском языке, в настоящее время, насколько мне известно, осуществляется перевод на русский язык, и в ближайшие дни он будет завершен. Наверное. Вы не могли бы, пока происходит процесс перевода, рассказать, что вы отразили со своей коллегой, вкратце, конечно, вот в этом докладе?
Вот. Поделиться впечатлениями. Мы пишем о все нарушения, которые мы нашли в зоне конфликта, и также в Грузии, значит, и также в Грузии, значит, нарушение прав человека осетинов, которые там жили. Я разделяю между зоной конфликта и Грузией, потому что для нас зона конфликта это является Южной Осетией. Вот. И мы нашли, что говорили с многими осетинами, которые жили в Горейском районе, в Бакуряне и особенно в Борджомском районе, где осетины были систематически изгнаны. И мы нашли много нарушений их права, и, не знаю, как сказать, дискриминации, и нарушение прав движения, и все. И много нарушений вот там, в этих областях, в Грузии, в этих районах в Грузии. Как и полагается представителю нейтральной стороны, американская правозащитница, и это нашло отражение в докладе, обратила внимание на нарушение гражданских прав обеими сторонами. Но при этом были особо отмечены факты массового изгнания осетин из внутренних районов Грузии. Ситуация в Южной Осетии резко обострилась и стала критической. Грузинские войска, захватив господствующие над Цхинвалом высоты, селение Прис или левобережную часть города, резко активизировали боевые действия. Каждый день в захваченном Присе горят осетинские дома, и днем и ночью с возвышающегося над Цхинвалом Горийского шоссе ведутся интенсивные артиллерийские обстрелы города, в промежутках между которыми без устали ведут охоту на мирных людей грузинские снайперы. Множится список убитых, растет число раненых. Еще недавно сравнительно оживленные улицы Цхинвала практически обезлюдили. Руководство Южной Осетии из-за непрерывного прицельного огня по зданию Верховного Совета вынуждено руководить обороной из бункера. К сожалению, по сходному сценарию развивается и события в Южной Осетии, где в результате полномасштабного наступления грузинских боевиков, военных формирований, наполовину захвачен и почти полностью разрушен Цхинвал. Жертвы среди мирного осетинского населения исчисляются многими сотнями. Неоднократным обстрелам подвергаются российские войска. И все те же циничные заявления руководителя Госсовета Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Правительство Российской Федерации считает себя и обязанным со всей серьезностью предупредить: силового решения Приднестровского и Юго-Осетинского конфликтов Россия не допустит. Случилось так, что вашу вертолетную часть обстреляли, и был открыт ответный огонь, после чего уже вчера, 19 июня, последовало заявление Госсовета Республики Грузия о том, что Россия напрямую вмешивается во внутренние дела Грузии. Как бы вы могли прокомментировать это? А что тут комментировать? Тут комментировать бессмысленно. Просто я взял вот сейчас, в данный момент, генералу Шарашенидзе, открыл свой дневничок и довел примерно с середины апреля записи, каждый день, который я делал. Когда, что был обстрел, сколько снарядов упало, куда вот. Когда снаряд попал в штаб с обратной стороны, пробил стену. Вот рядом с моим кабинетом все деревья порубило снарядом. Чтобы он лично посмотрел, убедился. А это регулярно делается. И вертолетом обстреливаются, и территории полка обстреливаются регулярно. Ну, почему речь зашла о прямой агрессии России против Грузии? Если здесь российская юрисдикция на территории вашей части, развивается российский флаг и вас обстреливают. А есть приказ, насколько мне известно, министра обороны России. Ну, я так думаю, это делается только по той простой причине, что нас регулярно обстреливают, а мы регулярно молчим. А вот когда вот ту сторону, о которой идет речь, разочек им ответили, они почему-то сразу завозмущались. А вот почему-то, когда стреляют по мне, по моей части, по моим офицерам, никаких мер не принимается, никакой следователь не приезжает, никто шум не поднимает, а им это понравилось, вот и все. Для выяснения обстоятельств прямой агрессии России
выразившееся в отражении 2 российскими вертолетами нападения на воинскую часть, Госсовет Грузии направил в Схинвал своего эмиссара, генерала Шарашенидзе, который даже при неопровержимых фактах продолжал верно отстаивать инструкции своего Госсовета. Прилетел, вернее, в связи с использованием вертолетов российской армии, боевым использованием. Я имею в виду решение замминистра обороны генерала Кондратьева на боевое применение этих вертолетов. Вы что-то прояснили, вы, будучи на территории вертолетной части в Схинвале? Но я не буду делать каких-то окончательных выводов. Видимо, будет работать комиссия, потому что речь идет о прямом вмешательстве российских войск. Ну, не войск, скажем, это эпизод, который унес жизнь человека, и 2 человека раненых. Установлено точно, что это было распоряжение Кондратьева, генерал-полковника, заместителя министра обороны России. Я думаю, что он не должен был принимать такого решения. На таком уровне, наверное, военный он и политик. Конечно, есть приказ министра обороны России Павла Сергеевича Грачева, если подвергаются нападению войсковые части, отражать эти нападения и переходить на поражение. Но ситуация была не таковой для того, чтобы в ранге замминистра обороны отдавать такие распоряжения. Ему надо было подумать о том, что за ним Россия. Я думаю, что если бы здесь Кондратьева не было, этого бы не случилось. Он поставил таким решением в трудное положение и одну, и другую сторону. Вы знаете, во-первых, вертолет Кондратьева был обстрелян при посадке, и не просто этот огонь был вызван. А в другом случае, вы знаете, вот после удара обстановка стабилизировалась несколько. Может быть, это и пошло и на какую-то пользу. Мне грешно это говорить. Но, наверное, нельзя военным, нося погоны, вот просто сидеть, как мышатам, и ждать, когда нас задавят.